13 проектов было представлено в программе научно-практического семинара Института экономики и права. В основном они касались проблем экономики, актуальности экономических реформ, а также механизмов развития бизнес-проектов на сельских территориях. Академик Анна, директор Института экономики и права Заур Шалаша, затронул тему актуальности научно-практического исследования проблем социально-экономического развития Абхазии. Он отметил, что некоторые разработки Института экономики и права были приняты парламентом в первом чтении. Одной из важных тем, которые мы исполняли в этом году, это было теоретические и практические аспекты антикризисного управления предприятием. Эта тема продолжается на 2020 год. Новый план мы сегодня буквально представили в Академии наук по запросу официальному. И большая часть, на 90%, я могу сказать, 90% работа выполнена. Следующий важный проект, который мы начали работать впервые в Абхазии, это исследование состояния и перспектив использования потенциала Черноморского приморья Абхазии. Мы выезжали, то есть мы начали с восточного региона Абхазии впервые, несколько раз выезжали в Галский район. По мнению кандидата технических наук, ведущего научного сотрудника Института экономики и права Леона Кварчия, для совершенствования процесса инвестирования и улучшения качества предоставляемых услуг в секторе госуправления необходимо применить опыт использования механизма государственного частного партнерства. Необходимо отметить, что на уровне местных органов исполнительной власти в различные периоды предпринимались попытки внедрения и использования данного механизма в разнообразных формах, без названия государственно-частное партнерство, в рамках действующего Гражданского кодекса и иных нормативно-правовых актов. К примеру, в городе Сухум имеется достаточное количество недостроенных многоквартирных домов, которые в различные периоды по так называемым договорам о совместной деятельности были предоставлены предпринимателям для достраивания и сдачи в эксплуатацию с условием о предоставлении определенной части жилого фонда в распоряжение администрации города для дальнейшего распределения очередникам. В силу изначальной недостаточной юридической проработки данных договоров и множества пробелов нормативно-правовой базы, на текущий момент лишь единицы из таких домов сданы в эксплуатацию, а остальные пребывают в первоначальном виде. Важным направлением деятельности Института экономики и права является подготовка высококвалифицированных кадров, специалистов экономического и юридического профиля через аспирантуру и соискательство. В институте значится очень серьезный, существенный контингент специалистов очень высокой квалификации, которые при условии объединения своих усилий способны решить ту задачу, которая стоит об направлении эффективного развития нашей экономики. Заур Иванович сказал, что в том числе и гранты РФФИ международные нам удалось в этом году выделить. И достаточно успешно с точки зрения критериев, по которым оценивается деятельность института. Институт находится на одном из первых мест в системе Академии наук. Одной из главных функций Института экономики и права является осуществление экономического и правового мониторинга законодательных и нормативно-правовых актов, а также исследование актуальных теоретических и практических проблем. На презентации также были представлены разработанные ведомством алгоритмы, такие как динамика численности предприятий, динамика отраслевой структуры и другие. У Института экономики и права есть свой официальный сайт. 15 ноября сотрудники Института экономики и права планируют принять участие в интернет-конференции в городе Донецк.